тематикой этой, которая легла в основу данной книги, я начал заниматься довольно давно. Вот, наверное, первые наработки появились уже, наверное, 1,5 десятилетия назад. Естественно, идея книги родилась далеко не сразу. Поначалу это были какие-то отдельные статьи, выступления на научных мероприятиях. Потом в 2006 году была защищена диссертация по теме ярлыки ханов Золотой Орды. А в 2009 году, в значительной степени на ее основе, здесь же, в Казани, была выпущена книга под названием «Право Золотой Орды». Издательство «ФЭН. Наука» в сотрудничестве с представителями Института истории имени Марджани. Но, тем не менее, Золотая Орда – это всего лишь одно из тюрко-монгольских, из тюрко-татарских государств, тогда как, в общем-то, интересы у меня были несколько шире. И сама идея книги родилась, в общем-то, как своего рода ответ на некоторые современные работы, которые, в общем-то, ставят цель в какой-то степени, наверное, показать, в общем-то, величие, глубину культуры, истории татарской нации, как мне кажется, делают даже хуже, когда пытаются какие-то вещи показать, что это исключительно собственное, национальное, и дает основание претендовать на более какую-то выдающуюся роль, чем у других народов, других тюркских народов и так далее. И, в общем-то, как раз в значительной степени инсинуациям подвергается и такое явление, как право. Право чингизидских государств, которое, собственно, и главное название книги «Чингизово право». Как раз таки. То есть право, пошедшее от Чингисхана, основателя Монгольской империи, и затем легло в основу, собственно, всех других государств, которые из этой империи при тех или иных обстоятельствах выделились, собственно говоря. Поэтому я своей задачей видел показать, что же такое Чингизово право, и, используя свои наработки, повторюсь, которые довольно давно уже у меня были созданы, дописав что-то систематизировав или даже переосмыслив, в общем-то, пришел к такой структуре этой работы. То есть это не просто сборник каких-то ранее вышедших статей, докладов опубликованных, не опубликованных, это монография, систематизированное изложение материала. Первая глава посвящена, собственно, источникам Чингизова права, то есть то, откуда мы черпаем информацию о том, что оно из себя представляло, какие положения в себя включало, какими принципами руководствовались в чингизидских государствах. Во второй главе больше говорится о Чингизовом праве применительно к потомкам Чингисхана, то есть это право как монополия на власть, традиция делать правителями, провозглашать правителями именно потомков Чингисхана, это очень живучая была во всех государствах, которые образовались после Монгольской империи. В третьей части книги я прослеживаю эволюцию отдельных институтов Чингизова права, таких, собственно, как Курултай, знаменитый такой, в том числе и в русской истории, налог Тамга, титул Тарханов, как он применялся в разные времена. И, собственно говоря, также здесь же затрагиваю вопросы о взаимодействии, о соотношении права чингизидских государств и другого права. И в частности, такой сложный вопрос, в который я не вдаюсь слишком глубоко, но тем не менее не мог его, безусловно, не затронуть, это соотношение чингизидского и мусульманского права в отдельных государствах, но на конкретных примерах, собственно говоря. И последняя глава, как мне кажется, пожалуй, самая важная, ради которой в значительной степени и писалась, в общем-то, книга, это показать, насколько это Чингизово право было широко распространено на территории Евразии в самых разных государствах. И хочу показать читателю, что, собственно говоря, не только тюрко-татарские ханства, не только чингизидские государства Средней Азии, но и те государства, где не правили потомки Чингисхана, в значительной степени не испытали влияния Чингизова права. Это айратские государства в Монголии, Джунгарское ханство или Калмыцкое ханство на Волге. Это Иран эпохи династии Абкаюнлу 15 век или сефевидов 16-17 века. Это государство под названием Ногайская Орда, где тоже правили не потомки Чингисхана, хотя, конечно, очень близкие связи были с чингизидскими государствами. Таким образом, Чингизово право предстает как такая, в общем-то, система источников права, базирующаяся на определенных принципах и оказавшая очень значительное влияние не только на постмонгольский, постимперский мир, но и на соседние государства, даже те, которые, в принципе, создавались как противовес тюрко-монгольским государствам. И, в общем-то, как мне представляется, эта книга может быть полезна и востоковедам, на которых она рассчитана, конечно, в силу своей тематики, но также может быть интересна историкам права, поскольку я сам по образованию, в общем-то, юрист и являюсь историком как раз права, исследователем права тюрко-монгольских народов. И надеюсь, что она может быть не безинтересна и более широкой аудитории, потому что, насколько
мне позволяли мои способности стараться изложить максимально доступным языком, в общем-то, сохраняя при этом как бы научную беспристрастность и опираясь на строго научный фактический материал.